Наиболее оригинальный инструмент, конечно, это летчанвуш. Летчанвуш – это трепалок шерсти. Есть бочка, и нет деки. Ну, предположим, пофантазируем, что нет этой деки. И есть гриф, вуж – это корень, ответвляющийся от нечто вот такого вот полого. Вот. Затем здесь, действительно, здесь были струны. Струны непонятно какие. Может быть, это воловьи жилы, может быть, это был просто провод. Вот этот провод также вот по грифу, через гриф проходил к основанию. И затем сюда наматывалась шерсть. Затем эта шерсть натягивалась, отпускалась. Вибрировала и издавалась очень такие низкие звуки, и чистая шерсть оседала вот в полупространство, то есть вот сюда в бочечку, а все остальное, вся грязь отлетала в сторону. Вот таким образом вот появлялись вот такие чудесные музыкальные инструменты. И впервые появилось это в ансамбле Пармах, руководителем которого я был в свое время. Вот, я изобрел, ну, дополнил, что ли, вот этот инструмент, бытовой инструмент, опять же, такими более цивилизованным грифом, и вот также приделал деку. То есть, по сути дела, сотворил полупрофессиональный такой музыкальный инструмент. Дело в том, что он сам по себе, этот инструмент, очень уникальный. На нем можно играть щипком, как я сыграл медиатором. Так звучит одинокий инструмент, сольный инструмент. Вот эти вот инструменты, они, конечно, звучат достаточно оригинально и требуют в себе огромного, опять же, так, огромного внимания, очень клада. Их нигде нет. Это единственное вот в Коми, вот эти вот инструменты. Вот брунганвор и вот этот летчанвуш. Летчанвуш вообще оригинальный. Нигде в мире таких инструментов нет.